Не спортом единым. В столицу пришла новая волна, вернее, заботы о том, чтобы новым домом такого события стала именно Казань. Специально созданный общественный комитет, флешмобы, повышенная активность в интернете – все для того, чтобы объяснить и доказать. Казань готова принять ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. На фоне ожидания решения комиссии возрастает и интрига. Так, на неделе в интернете появились сообщения о том, что новая волна обоснуется в Санкт-Петербурге. Оказалось, не более чем утка или желание жителей северной столицы оседлать волну. Диана Богомолова о том, как Казань запустила волну в масштабах страны и пытается ее поймать. Закружились молода, сосны меж домов, и ушли из города тучи холодов. На гребне волны на этой неделе оказались казанцы. Вернее, они уже сами стали частью этой волны. Волны новой, за которую голосуют и организовывают флешмобы, несмотря на морозы. Живая надпись «Казань за новую волну». Кажется, так в гонку за проведение не включался еще ни один из городов-претендентов. Закрепить огромное желание можно было и личной подписью. Их всю неделю собирали возле крупных торговых сетей столицы. Собирали и отправляли в Москву. И уже буквально накануне более 1000 бюллетеней с подписями казанцев были переданы президенту страны Владимиру Путину. Сосчитали и удивились. Поддержали инициативу переноса новой волны в столицу республики более 100 тысяч татарстанцев. Каждый участник этого волнительного процесса уверен, Казань готова принять международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Пусть проводят у нас всегда. И за это у нас город хорошеет и хорошеет. Вы на самом деле третья столица России. И у вас тут все прекрасно, все супер. И у вас есть концертные залы хорошие очень. Это очень массовое мероприятие, здесь приедет много людей, и Казань будет более востребована как город. Потенциал столицы для проведения мероприятий такого масштаба огромен. Универсиада уже проверила город на прочность. Церемонии открытия студенческих игр восхищались закрытием, вдохновились миллионы. И тогда Казань доказала, мировые проекты ей по плечу. Сейчас в городе около 100 гостиниц, и готовы они принять около 15 тысяч гостей одновременно. Стоит отметить, что в мировом рейтинге по росту популярности среди туристов Казань входит в десятку. И в европейских топ-городах, где активно развивается туризм. А в начале этой недели Татарстан, по мнению одного из федеральных телеканалов, был признан лучшим регионом среди городов страны для путешествий. Новая волна как очередной повод для наплыва туристов и презентации столичного уровня. По мнению председателя Государственного комитета республики по туризму, с туристической точки зрения Казань готова к штормовому наплыву гостей. Но работать еще есть над чем. Единственное, над чем нам еще предстоит поработать, конечно же, это над уровнем и качеством предоставляемого сервиса. Поскольку любое международное мероприятие требует соответствующего уровня сервиса, потому что гости, которые будут приезжать, это гости достаточно искушенные, и наша задача не ударить в грязь лицом, а принять их так, как мы это должны делать, так как это делается во всем мире на самом высоком уровне. Второй вопрос, который сейчас особенно актуален, это площадка. Эксперты рассматривают сразу несколько вариантов на открытом воздухе, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Так, новую волну можно было бы провести у Дворца земледельцев. В плюсах здесь вода, красивый архитектурный вид и нет газона, который можно потерять. В минусах же отсутствие моря, ограниченность пространства и необходимость крова. Второй вариант – территория возле Казанской чаши. В плюсах вода, вид на Казанский Кремль и удобное месторасположение. В минусах мало места, наличие газона, и здесь еще крупные мероприятия не проводили. Если ориентироваться на близость воды, как вариант могут рассмотреть и набережное озеро Кабан. Однако такую площадь вряд ли удастся найти. Вопреки таким преимуществам, как исторический центр города и красивый вид. Среди главных минусов каждую из этих площадок придется оборудовать специальной конструкцией и оборудовать звуковой техникой. Специалисты шоу-бизнеса предполагают, площадки в Казани есть, но все они не идеальны. Залов в Казани достаточно много, но это либо залы, вмещающие в районе 1000 человек, такие как пирамида, в которой, например, проводятся татаршары, да? Либо это уже спортивные площадки, это Дворец спорта, либо Татнефть-арена. На мой взгляд, это все-таки должна быть концертная площадка, возможно, на 2-3 тысячи мест.
Такой площадки в Казани пока нет. Сейчас среди главных конкурентов Казани в выборе столицы фестиваля «Новая волна» такие города и регионы, как Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Представители российского шоу-бизнеса высоко оценивают шансы Казани стать хозяйкой фестиваля. Как нам сообщил по телефону продюсер и супруг певицы Валерии Игорь Пригожин, приятно будет ездить туда, где ждут. Быть нежеланным гостем всегда плохо. Поэтому я люблю быть желанным гостем. Вот если касается меня, например, лично. Я был бы рад, если бы, например, победила бы Казань. Мне приятно, что вы не остались в стороне. Вот какая бы страна бы, какой город, какая бы республика, какой регион не предложил бы, и каким бы он был бы выгодным для организаторов «Новой волны», выгодной с точки зрения не только коммерческой, а выгодной с точки зрения дислокации, гостеприимства. Где бы он ни проходил, он будет жить, я надеюсь. Впрочем, сам казанский зритель всегда рад фестивалям и новинкам, которые легко вписываются в жизнь столичную. И тому доказательство музыкальные фестивали «Кремлин Лайв», фестиваль еврейской музыки, оперный Open Air, «Казанская осень», джаз в усадьбе Сандецкого. Такому международному соседству организаторы казанских фестивалей только рады. У каждого свой зритель, своя публика. У нас очень много соседей. В этом году нашими соседями был прекрасный фестиваль, очень рядышком, «Кремлин», потом «Музыка Веры». Музыканты, они вообще уживаются между собой. Так что, если будет рядом с нами «Новая волна», ну, на здоровье. Имеет смысл сделать под этим раскрученным брендом «Новая волна» действительно новую волну, такую свежую, приволжскую действительно волну, которая сделает Казань еще и столицей, не только спортивной столицей, но и действительно культурной столицей в рамках тех уже фестивалей, которые проводятся. И Казань будет услышана во всем мире именно с культурной точки зрения. Статус спортивной Казани уже утвержден не только в стране, но и в мире. Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу позволяют Казани уверенно набирать очки. Теперь осталось запеть различными тембрами. И ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки даст возможность закрепить свой статус столицы музыкальной. Поддержать эту идею можно в интернете. На странице размещены комментарии и мнения звезд по поводу переноса концертного шоу из Юрмалы в Казань. Все желающие здесь также могут оставить не только свой голос, но и отзывы. Кстати, свое «за» уже отдали почти 4500 человек. Каждый проголосовавший получает подобные персональные благодарности. И от каждого проголосовавшего зависит судьба поющей столицы. Диана Богомолова, Марат Саидгараев, Андрей Ключников. Столица. Итоги недели.